мы планомерно продвигаемся в вопросах цифровизации. Кроме всего прочего, пандемия COVID-19 ускорила процесс внедрения информационных технологий в нашей стране. Это, в свою очередь, помогает принятым нами беспрецедентным мерам по борьбе с коррупцией на всех уровнях, что вкупе с экономическими реформами создает благоприятные условия для здоровой деловой среды в Кыргызстане. В-третьих, общеизвестно, что предпринимательский сектор является локомотивом экономики развитых стран. Удельный вес малого и среднего бизнеса в ВВП Кыргызстана составляет порядка 40%. Но в то же время нам есть куда развиваться, так как этот показатель в развитых странах превышает 50%. Хотелось бы отметить, что в нынешнем году издан ряд указов, направленных на повышение доверия инвесторов, создание благоприятного инвестиционного климата и деловой среды, в том числе на защиту собственности, что, помимо всего прочего, предусматривает декриминализацию экономических преступлений. Такой подход свидетельствует о дальнейшем развитии нашей страны как демократического государства с либеральным законодательством. Уважаемые друзья, полагаю, что сегодня мы можем констатировать начало нового этапа расширения сотрудничества Европейского Союза и Центральной Азии, что вселяет в нас вполне обоснованный оптимизм. С особым удовлетворением отмечаю, что это сближение отвечает целям и задачам новой стратегии Европейского Союза по Центральной Азии, одобренной в 2019 году в Бишкеке. Глубоко символично, что именно в столице нашей страны мы закладываем фундамент экономического сотрудничества на годы вперед, что придает сегодняшнему мероприятию созидательный импульс. Я желаю нашему форуму дальнейшего развития и укрепления, а участникам мероприятия плодотворной работы.